ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинский проект по дополнительному образованию выиграл в народном бюджете. Его запустили в прошлом году. На общественных слушаниях выбирали несколько программ развития той или иной сферы. Самой лучшей программе полагалось региональное финансирование. От образования на этот конкурс было выдвинуто 6 проектов. Один от Центра юных техников выиграл 330 тысяч на развитие робототехнического кружка. Базовые наборы лего-конструктора приобретаются в количестве 10 штук. Для того, чтобы открыть, может быть, еще одну группу, которой дети могут заниматься на базе, и расширить количество детей, интересующихся этим направлением. И также доукомплектовать те наборы, которые у нас уже на сегодняшний день есть. Это Arduino. Интересное направление. Теперь улучшить материально-техническую базу для будущих инженеров есть на что. Учреждение дополнительного образования, чудом выживший после развала Советского Союза Ухтинский центр юных техников, начал разрабатывать перспективное, но дорогостоящее направление робототехники 3 года назад. Было сложно. Об этом тогда толком тут и не слышали. Пришлось привлекать родителей и меценатов. Были закуплены базовые конструкторы, а теперь, благодаря народному бюджету, можно расширить ассортимент. На что направлен проект? Безусловно, он направлен на поддержку одаренных детей. Потому что мы с вами знаем, что Ухта – это промышленно-индустриальный город, который сегодня нуждается в специалистах и рабочих специальностей, и инженерных специальностей. Так вот, когда мы разрабатывали этот проект, мы понимали, что нам на сегодняшний день недостаточно того оборудования, которое есть. Да, и, соответственно, средств на приобретение этого оборудования тоже недостаточно. Покупать все будут у производителя из Челябинска. Именно там когда-то зародилась российская робототехника как образовательное направление. По условиям все должно быть закуплено уже до 1 октября 2017 года. А уже меньше, чем через месяц, 1 мая, стартует новый этап народного бюджета. Для него в управлении образования уже разработали новые проекты.